Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, видного деятеля сопротивления Афганистана в 80-90-х годах прошлого столетия, призвал афганский народ присоединиться к борьбе против талибов, назвав центром сопротивления провинцию Пандшер. В интервью одной из французских газет он призвал все этнические группы и нации в Афганистане присоединиться к нему и бороться с талибами. Ахмад Масуд объявил, что все желающие примкнуть к силам сопротивления против талибов должны собраться в провинции Пандшер, последней свободной провинции страны, в 150 километрах к северу от Кабула. Он заявил французской газете, что Талибан еще не полностью захватил власть и что борьба с ними может быть продолжена. Он призвал международное сообщество поддержать эту борьбу. К этому времени ряд политических лидеров, во главе с лидером партии «Исламское общество Афганистана» Хизби Джамиати Исламии Афганистан, отправились в Пакистан, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. В состав этой делегации также вошли Ахмад Вали Масуд и Ахмад Зия Масуд, два брата Ахмад Шаха Масуда. Аджмал Силоб, член фронта сопротивления, в беседе с радио Азади сказал, что, если переговоры афганских лидеров в Пакистане не принесут результатов, Ахмад Масуд готов вместе с несколькими лидерами с севера Афганистана организовать сопротивление. В то же время он выразил оптимизм по поводу результатов переговоров между членами партии «Исламское общество Афганистана» и пакистанскими лидерами, добавив, что эта встреча должна привести к национальному политическому соглашению. Аджмал Силоб также сказал, что каждый день из разных уголков Афганистана в Пандшер приезжают очень много молодых людей и присоединяются к фронту сопротивления, которое готово защитить себя в случае нападения талибов на Пандшер. Талибы пока еще не прокомментировали эту новость о создании фронта сопротивления и не ответили на многочисленные запросы от афганской службы «Радио Свобода». Юнус Кануни, бывший вице-президент, Мухаммад Махакик, лидер партии Исламского единства Афганистана, Салахиддин Раббани, председатель партии Исламского общества, и ряд других бывших лидеров афганского сопротивления отправились в воскресенье в Пакистан, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Талибан, после того, как менее чем за месяц захватил 32 провинции в Афганистане, в воскресенье вошел в Кабул и взял контроль над городом в свои руки. Пандшер – это единственная провинция, которую талибы еще не захватили. Ашраф Гани, президент Афганистана, покинул страну в воскресенье вечером, и до настоящего времени информации о его местопребывании нет. Амрулла Салех, первый вице-президент Афганистана, говорит, что в соответствии с Конституцией Афганистана, он является исполняющим обязанности президента страны. По его словам, на данный момент он находится в Пандшере и устанавливает контакты с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой. В то же время Талибан объявил о том, что война в Афганистане закончилась, и что власть в стране должна быть передана Исламскому Эмирату Афганистан, после чего в будущем в Афганистане будет создано инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы.